Все медицинское сообщество вам будет очень благодарно, узнав, что вы туда выезжаете. За этим столом сегодня звучат слова напутствия и благодарности нашим врачам от министра здравоохранения Заремы Анташкиевой. Скоро они отправятся в Запорожскую область, чтобы оказывать медицинскую помощь российским бойцам и мирным жителям. На встрече Зарема Анташкиева разъяснила медикам, что от них требуется и как пройдет поездка. За тот период, что вы там будете работать, мы на пользование передадим 2 фельдшерско-акушерских передвижных ФАПа. Сегодня здесь отсутствуют эти водители, они тоже с вами выедут, и по окончании вашей работы вы вместе со своими машинами обратно вернетесь в нашу республику. Медицинские работники на протяжении месяца будут находиться в Токмакском районе. Поехать изъявили желание 6 врачей – реаниматолог, рентгенолог, терапевт, 2 медсестры, также педиатр. У Лолиты Албогачиевой 30-летний стаж работы. Женщина едет помогать врачам в зоне специальной военной операции уже 3-й раз. Ранее у нее проходила командировка в Донецкой и Запорожской областях. Теперь для нее это привычное дело, поэтому в новый регион России она едет без всяких сомнений. Дважды я выезжала как сотрудник Федерального центра медицины катастроф, и сейчас я услышала, что от нашей республики собирается команда врачей, решила также принять участие в составе врачей нашей республики. Среди врачей есть и те, кто и раньше изъявлял желание выехать, помочь медработникам в зоне специальной военной операции. Например, Адам Курскиев, врач-анестезиолог, реаниматолог, работает по специальности уже 9-й год в Назрановской районной больнице. Мужчина не раз обращался к министру здравоохранения с просьбой дать согласие на командировку в новые присоединенные территории России. И вот, наконец, такой шанс выпал. 2 раза писал заявление, не взяли. С 3-го раза получилось. Еду выполнять свой гражданский долг, патриотический долг. Помогать нашему населению, тем более там на спецоперации участвуют наши ребята с республики. Решение отправить врачей региона для оказания дополнительной помощи медикам зоны СВО было принято министром здравоохранения Ингушетии. В ходе разговора с представителями Министерства здравоохранения Запорожской области Зарема Анташкиева предложила направить специалистов Ингушетии вместе с необходимым оборудованием в Токмакский район, за что ей выразили благодарность. У них есть полное лекарственное обеспечение, есть обеспечение вакциной, но у них не хватает кадров. И мы решили, сделали клич наше медицинское сообщество, эти врачи отозвались, и мы создали из них бригаду. Кроме этого, по указанию главы республики, мы туда на временное пользование, вместе с ними у нас туда поедут 2 передвижных ФАПа. Они выполнят там свою работу, и по окончании этой работы они вернутся в нашу республику. Напомню, что в рамках поручения президента России Владимира Путина Ингушетией принято шефство над Токмакским районом Запорожской области. Ингушская делегация уже не раз выезжала на подшефную территорию. В результате между 2 субъектами заключено соглашение по оказанию Токмакскому району поддержки в развитии важнейших сфер – спорта, образования, строительства, а также медицины. И в рамках такой договоренности наши медики, добровольцы и оказывают помощь жителям и военнослужащим в зоне СВО. Малика Исмаилова, Султан Магушков. Новости 24.